Вы смотрите «Итоги дня», где мы расскажем вам о самых заметных событиях. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот основные темы. Принято решение дать участникам спецоперации льготы на землю и имущество. В столице прошла очередная сессия городской думы. Высшую награду якутянину лично вручил глава государства. Педагогу республиканского лицея-интерната вручили звание «Народный учитель России». Авторская коллекция старинных народных инструментов. Открытие уникальной по своему содержанию выставки состоялось сегодня в Музее музыки и фольклора народов Якутии. Подарки доставляются в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек до всех адресатов. Полицейские Якутска поздравили детей с наступающим Новым годом. Придется по душе зрителям всех возрастов. В преддверии волшебного праздника юных горожан ожидает премьера спектакля «Малыш и Карлсон». В преддверии новогодних праздников бойцам из Якутии на линию соприкосновения в зоне СВО вместе со всем необходимым дополнительным снаряжением будут доставлены новогодние подарки. Такую задачу перед Донецким территориальным опорным пунктом поставил глава Якутии и оперативный штаб республики. Сегодня мы готовимся доставить бойцам в несколько рейсов новогодние подарки и поздравительные открытки от главы республики и неравнодушных якутян. Сейчас прорабатываются оптимальные маршруты, готовится техника, определяются точки встреч с бойцами из Якутии. Об этом сообщил представитель Донецкого опорного пункта республики. Он отметил, что груз из Якутии придет в Донецк со дня на день. С самого начала специальной военной операции промышленные организации Якутии оказывают всяческое содействие. Об этом сообщил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. По словам министра, промышленники были одними из тех, кто пришел в пункты военкомата и на пункты сбора. Соответственно, каждым предприятием оказывалась помощь для приобретения необходимых вещей мобилизованным работникам. Все это вместе формирует поддержку в тылу для того, чтобы победа была за нами. Семьям мобилизованных работников помощь оказывается. Саханефтегазбыт, мы тоже на днях общались с генеральным директором, полностью помощь оказывается. Кировский угольный разрез помогает семьям мобилизованных в доставке углей. Айсен Сергеевич Николаев недавно поддержал предложение от Минпромгеологии, если это семьи мобилизованных, тоже и включить, соответственно, в части программы газификации по оказанию помощи в 150 тысяч рублей, которых хватит на газификацию как раз своего дома. В столице прошла 44-я очередная сессия городской думы. На заседании рассматривалось 13 вопросов, один из которых касался предоставления льгот для участников СВО в рамках нормативно-правовых актов о земельных налогах столицы. Было принято решение дать участникам спецоперации льготы на землю и имущество. Также один из основных вопросов касался изменения бюджета на 2023 и 2024 года. Если говорить о параметрах, то бюджет следующего года у нас равен 24 миллиардам 992 миллионам рублей. По параметрам налоговых, неналоговых, значит, доходов города Якутска, то эта сумма у нас равняется 10,5 миллиардам рублей. Ну и, соответственно, поступление из вышестоящих бюджетов у нас 14 миллиардов 500 миллионов рублей. Педагогу республиканского лицея-интерната Виктору Филипповичу Потапову вручили звание «Народный учитель России». Церемония награждения прошла в Москве, в Екатерининском зале Кремля. Высшую награду якутянину лично вручил президент России Владимир Путин. С народным учителем встретилась моя коллега Айсена Бурнашова. Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено Потапову Виктору Филипповичу, учителю Республиканского лицея-интерната Республика Саха, Якутия. Первый народный учитель России из Якутии и единственный народный учитель России этого года в стране. Виктор Филиппович преподает физику почти 50 лет, 26 из них в Республиканском лицее-интернате Якутска. Он выучил тысячи якутских школьников, провел десятки тысяч уроков, но в день награждения волновался, словно сам вышел к доске. Коллеги, с которыми я проработал 45 лет на ниве образования. Большая благодарность им
и моим ученикам в этой высокой награде их заслуга. Я когда сдавал экзамены, я волновался, что-то такое похожее появилось, но потом исчезло. Я старался как можно прямо держаться. Самая главная задача была это. Ну, когда дошел до президента, все стало на свои места. Ученики Виктора Филипповича представляют Якутию на российских и международных олимпиадах по физике. Уверенно поступают в ведущие вузы страны. Только по ЕГЭ у учителя 9 стубальников. Высоких результатов его воспитанники добиваются и за пределами школы. Глава Якутии Айсен Николаев, депутаты Илтумена, мэр Якутска Евгений Григорьев тому пример. Я никогда на урок не иду, не подготовившись. И поэтому я каждый раз готовлюсь так, чтобы соответствовало вот тому, что я вижу перед собой, ну, в глазах своих учеников. Поэтому, вот, наверное, секрет в этом. Пока я как-то не начал халтурить. А еще секрет успеха учеников в учителе. Виктор Филиппович и сам воспитанник народного учителя Советского Союза, основателя физико-математического движения в республике Михаила Алексеева. Следующий 2023 год объявлен в стране годом педагога и наставника. Пожелание Виктора Филипповича молодым коллегам только одно – любить свою профессию и быть преданным своему делу. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. В своем ежегодном послании глава Якутии подчеркнул необходимость улучшения качества оказания медицинской помощи в Нерюнгри. Напомню, что модернизация здравоохранения в районе ведется с 2019 года. На сегодня завершена реконструкция детской поликлиники в городе, врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов в поселках и построена амбулатория в поселке Иенгра. Уже в следующем году начнется реконструкция 3 основных зданий Нерюнгринской ЦРБ, женской консультации, блока Б больничного комплекса и КВД. Также в рамках программы развития здравоохранения Якутии предусмотрено дополнительное финансирование в размере 105 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования. Выделено 85 миллионов рублей на первый этап реконструкции женской консультации и привлечены средства из федерального бюджета. Уже определены источники, там такая существенная сумма. 960 миллионов рублей на эти 3 объекта уже определена. Указ главы реализуется, и будем уже усиленно работать для того, чтобы действительно у нас больница выглядела уже на уровне с республиканскими больницами нашей республики. В Якутске открыли Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии на базе Национальной библиотеки республики. Открытие центра включено в план основных мероприятий празднования столетия и знаменует собой новый исторический этап в развитии Центральной библиотеки региона. В торжественном открытии центра приняли участие председатель правительства республики Андрей Тарасенко, руководитель управления по вопросам развития языков администрации, главы и правительства Рима Жиркова, а также Министерство культуры республики, писатели, языковеды и журналисты. Ключевыми направлениями Центра цифровизации являются цифровые проекты по сохранению культурного и языкового наследия республики. Задачей центра является оцифровка культурного как материального, так и нематериального наследия. Закуплено оборудование, специализированные сканера, которые могут сканировать и из плоских объектов, трехмерные объекты, как и достаточно большого размера, такие малогабаритные. Также есть оборудование для оцифровки звука, как с грампластинок, так и с голоса. Кроме этого, еще приобретено компьютерное оборудование, и помещение центра проведен текущий ремонт. К юбилею Максима Амосова в Северо-Восточном федеральном университете представили студенческую ретроспективу. Действо основано на документальных материалах, научных статьях, письмах и воспоминаниях Максима Амосова и его современников. Автором идеи выступает директор культурного центра СВФУ Алексей Константинов, режиссер действа Августина Акаемова, автор сценария Татьяна Егорова. В представление вовлечены студенты федерального вуза, большая часть которых – молодые люди. Постановка состоит из 4 картин, в которых отражены молодые годы Максима Амосова, затронута Великая социалистическая Октябрьская революция и показано, как образовывалась Якутская ССР.
Максим Кирович был таким молодым, стремительным. Мы пытались именно со стороны студента это раскрыть. Как бы отношение молодежи к его жизни. Да? Есть много книг, есть много каких-то, скажем, документальных фильмов, да? Но именно это попытка передать силами студентов. Национальный художественный музей республики завершает каскад выставочных проектов, открывая новый раздел «Якутская графика. Новый взгляд». Экспозиция демонстрирует графику Якутии в контексте самобытного историко-художественного процесса. В своем цельном виде она представляет как важное и значительное явление культуры Сибири и Дальнего Востока 20 и 21 веков. Выставка поделена на 3 тематических пространства – Алас, Алгыс, Арктика. Всего представлено более 80 работ известных якутских художников. Искусство якутской графики. Но она абсолютно по-новому звучит в новом зале, застроенном в этом году к столетию ЯССР. Здесь специальное оборудование музейное применяется, и посетитель, наверное, обратит внимание на освещение, которое выделяет в буквальном смысле гравюры, и они светятся как бы изнутри. Поэтому тут абсолютно новая подача старого материала. Открытие уникальной по своему содержанию выставки состоялось сегодня в Музее музыки и фольклора народов Якутии. Вниманию знатоков была представлена авторская коллекция старинных народных инструментов, собранная выдающимся композитором и педагогом Николаем Савельичевым Берестовым. Коллекция содержит более 100 экспонатов, и подробнее о собрании музыкальных раритетов расскажет Анна Пшенникова. 102 народных инструмента ручной работы. Настоящий клад, подаренный в прошлом году Музею музыки и фольклора Якутским музыкальным колледжем. Коллекция создана Николаем Савельевичем Берестовым, педагогом, композитором, хранителем музыкальных традиций. Она собиралась по крупицам в течение полувека и с 1973 года была частью класса музея в музыкальном училище. Выдающийся композитор, который в 1964 году приехал, закончив Уральскую консерваторию в нашу Якутию, и полюбил Якутию. И вся его произведения, все его произведения пронизаны любовью к нашему народу, самобытной культуре. Но помимо этого он был коллекционером, собирал по улусам музыкальные инструменты. Был выделен один класс, и при жизни Николая Савельевича Берестова он именно вот в этом классе учил своих студентов и рассказывал, показывая вот эти инструменты. В подборке есть разные инструменты – духовые, щипковые, струнные. Необычным для современного обывателя видом экспонаты под стеклом скорее напоминают волшебную лавку. И звуки, которые льются из-под смычка музыканта, запросто могут унести слушателя на пару столетий назад. Тут сразу видно, как мастера подходили к этой работе. Есть единичные работы уникальные, а есть также целые семейства вот этих ансамблевых инструментов, которые изготовили для нашей республики московский мастер-изготовитель Шушин и бурятский мастер Дугаров. Продолжая предновогоднюю традицию музыкального волшебства, музей фольклора не замыкается в своих стенах. Перед праздником музыка и народные инструменты сами идут к людям. Сегодня после презентации коллекции Берестова у нас есть ежегодная акция «Подари детям сказку». У нас есть свой кукольный театр при Музее музыки, и там мы показываем народные сказки северных народов, юкагирские, венские, вилкийские. И вот сегодня как раз по акции «Подари детям сказку» мы едем в реабилитационный центр. Сегодня уникальные инструменты, собранные Николаем Берестовым, можно увидеть, но не услышать. Многие из них временно онемели. Состояние раритетов ветхое. Однако сотрудники музея уверены, что работа реставраторов сделает свое дело, и инструменты Берестова зазвучат вновь. Анна Пшенникова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. 22 декабря в Якутске состоится большой праздничный концерт, посвященный столетию СССР. Мой адрес – Советский Союз. В четверг в Доме дружбы народов имени Кулаковского с 15 до 16:00 пройдет встреча и историческая выставка. С 16 до 18 часов торжественное открытие и праздничный концерт, посвященный празднованию столетия образования СССР. Гостей встретят духовой оркестр и современные октябрята, пионеры и комсомольцы.
Якутии. В мраморном зале Дома культуры состоится историческая выставка. Также в программе мероприятия видеофильм «Бренды советской эпохи», открытие года столетия СССР, праздничный концерт с ведущими артистами нашей республики. Полицейские Якутска поздравили детей с наступающим Новым годом. В столице стартовала ежегодная благотворительная акция «Подари волшебство». Подарки, собранные в рамках акции, доставляются сотрудниками полиции в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек до всех адресатов. От имени личного состава и руководства Межмуниципального управления МВД России Якутская горячо и сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом. Сегодня мы даем старт 17-й по счету благотворительной акции «Подари волшебство». И в связи с чем акцию объявляю открытой. Главный праздник в году – это Новый год, когда все наполняется сладостным ожиданием сказки, яркими огнями, веселым смехом и радостью в глазах детей. Но, увы, далеко не всем детям эта сказка доступна. В этот момент и требуется чудо со стороны неравнодушных людей, которые способны в это тяжелое время прийти на помощь людям и помочь привнести праздник в чужой дом. С 2006 года мы оказываем помощь в виде новогодних подарков для детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Наши сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних вместе с полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой объезжают по адресам и вручают подарки. Новый год – это же всегда праздник большой, да? А детям-то это подарки, это сладости. Мы хотим, чтобы принести детям радость. Показывай бусы, фонарики и баски, это наши елочки, опанки. Молодец! Новогодние стихи и песни. Новогодний подарок просто так не получить. Сегодня сотрудники 4-го отдела полиции посетили 3 многодетные семьи. Спасибо большое за подарок. Мне очень приятно. Я желаю, чтобы побыстрее был Новый год. Мы хорошо его отпраздновали. Сотрудники полиции делятся, что нет большей награды, чем видеть искреннюю радость в глазах ребенка и понимать, что ты сделал настоящее доброе дело. Акция продлится до 23 декабря. За это время дети из более 1000 семей получат заветные мешочки со сладостями. Кристина Якупова, Павел Пахомов, Якутск. В целом, волшебный праздник не за горами. И у воспитанников Алданского центра семейного устройства хлопот очень много. К встрече Деда Мороза и Снегурочки необходимо подготовить стихи и украсить комнаты. Не забыли ребята и написать письма доброму волшебнику, чтобы он знал, какие подарки готовить. Своими мечтами школьники поделились и с Татьяной Вахниной. Уроки у воспитанников Алданского центра семейного устройства завершились, а впереди много дел. В канун главного праздника учебная комната превращается в мастерскую. Именно здесь создается новогоднее убранство. Творческий процесс продолжится до самого ужина. Мы берем снежинку для начала. Берем ниточку, отрываем, потом насовываем, потом узелок делаем, и все, готово. Я мастеру зайчика на Новый год. Я делаю дом новогодний с елкой и украшаю елку сейчас серебристыми блесками. Совсем скоро центр семейного устройства преобразится. Хозяева и гости попадут в волшебную зимнюю сказку, где возможны любые чудеса. Идей у ребят масса. Для воплощения некоторых задумок требуется немало времени, старания и изобретательности. Украшения делаем на коридор, на групповые комнаты, телевизионка у нас есть, там елку уже мы поставили, и мы все украшаем. В этом году нам досталась тема, сказка «Серебряное копытце». Вот у нас будет там тоже олень, домик мы делаем, и вот будет такая арка со снежинками, тоже как вход в сказку. Конечно же, на праздник в Центр семейного устройства обязательно придут Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Добрый волшебник исполняет любые желания. И в предновогодней кутерьме нужно непременно отправить Деду Морозу письма. Я попросил робота на пульте управления. Я попросила большого мишку. Лего-танк. А почему лего-танк? Люблю лего собирать. Весь год мальчишки и девчонки вели себя примерно, слушались воспитателей, помогали младшим товарищам и хорошо учились. Конечно же, Дедушка Мороз обязательно исполнит их желание.
Письма писали все охотно, да. В основном сейчас ребятишки увлекаются лего, конечно. Многие просят лего. Девчонки у нас любят мягкие игрушки. Есть детки, вот тот же у нас Димочка, он любит лепить из пластилина. У нас уже целая коллекция, и вот он просил такой застывающий пластилин. Послания Дедушке Морозу написаны и отправлены. И теперь мальчишки и девчонки готовятся к встрече самых долгожданных гостей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В преддверии новогодних праздников юных горожан ожидает премьера спектакля в исполнении артистов Русского театра имени Пушкина «Малыш и Карлсон» по произведению Астрид Линдгрен. Специально для этой постановки из Нейрюнгри приехал главный режиссер театра кукол Александр Иванов. Во время гастролей Русского театра в Нейрюнгри между учреждениями было подписано соглашение. Это первая совместная работа. И уже 24 декабря горожан ожидает премьера, которая наверняка придется по душе зрителям всех возрастов. Мы готовимся с середины ноября. Проделана огромная работа. И все цеха, и актерский состав полностью скоординировались, сгруппировались именно, чтобы успеть к сроку все сделать и подарить зрителям незабываемый спектакль. Этот спектакль будет полон волшебства, хорошего настроения, отличных впечатлений и положительных эмоций. И в конце о погоде. Уже этой ночью и в последующие сутки мы с вами будем наблюдать за самым коротким днем в году. Это день зимнего солнцестояния. Напомню, солнцестояние происходит дважды в год – с 19 по 22 июня и с 20 по 23 декабря. В день летнего солнцестояния наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь. А в день зимнего солнцестояния наоборот – самый короткий день и самая длинная ночь в году. Этот день был очень важным для наших предков. Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. Поэтому люди развешивали по всему дому еловые ветки. Считалось, что их резкий запах отпугнет нежеланных гостей. Также сегодня по якутским поверьям вырастает второй рог у быка холода. С этого дня начинаются знаменитые трескучие якутские морозы. 8 января заостряется кончик второго рога. Мороз набирает полную силу. Наступают крещенские морозы. А 31 января острие у обоих рогов притупляется. Морозы слегка ослабевают. Бык холода издревле олицетворял у якутов зиму. Когда у быка начинают расти рога, наступают лютые морозы. Как рога притупляются и отваливаются, начинается потепление. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.